случае, то сразу сниму все вопросы категорическим ответом. Не нужно сейчас делать никакого домашнего задания. Нет, ну если есть желание, конечно, то да. Но это не такое жесткое требование. Вам нужно к концу курса приготовить ответы на те вопросы, которые я давал, по анализу какого-либо типа дискурса на ваш выбор. И прислать это на почту, вот, может быть, в Google группу, которая будет создана, вот, либо там на мой адрес, если нужно будет, я дам. И это будет зачетное задание, да. В общем-то, наверное, уже Павел Бакровский будет вас грузить какой-то текучкой, разборами текстов вот, на каждом там занятии отдельно. А я тогда просто покажу разные возможности применения дискурс-анализа в разных сферах. Вот на 3 лекции рассчитано это все дело. И сегодня мы рассмотрим дискурсивные аспекты конструирования имиджа Минска. Потому что, мне кажется, это такая тема, где пересекаются разные дискурсы и возникает такое некоторое столкновение, конфликт интерпретаций, и это приводит к некоторой неразберихе. Попробуем сегодня ее немножко привести в порядок. У нас же все надо приводить в порядок. Вот. Поэтому такую тему вам предлагаю, дискурсивные аспекты конструирования имиджа Минска. И начнем с определения имиджа. Это совокупность свойств, которые, в общем-то, могут быть прописаны в рекламе, пропаганде, мода, предрассудки, традиция, в общем, все что угодно, все, что выработано культурой, может быть использовано в качестве средства конструирования имиджа, если мы привязываемся к какому-то объекту определенному. И опять же, объектом можно описывать все, что угодно. Нас будет интересовать, конечно же, страна и город, да, столица Беларуси. Но, в принципе, можно там даже несуществующие какие-то объекты брать, там, живых людей, да, и создавать для них какой-то имидж. Это практикуется. Основные функции – это идентификация, классификация и идеализация. Конечно, их больше гораздо, но нам будут интересны именно эти функции, поскольку сперва нужно опознать образ, соотнести его с каким-то объектом конкретным, затем можно сравнить с другими образами, провести такое классификационное распределение. И, конечно же, идеализация, поскольку образ, используемый в качестве имиджа, может быть далеко не соответствующим реальному объекту. Да, он берет некие предельные такие абсолютные величины, какие-то желаемые свойства, качества, которые, скажем, практикуются в рекламе, не говоря уже о пропаганде. И чтобы рассмотреть соотношение основных концепций, я вот даже вручную так вот слепил, это такой вот handmade продукт, вот, нарисовал такую схемку и сфотографировал ее. Малевич. Прям таки Малевич. Ну чего, у него даже какой же Малевич? У него везде прямые угла, у тебя, смотришь, красотища. Красота неописуемая. Вот. То есть сквозная такая идея или концепт, который связывает несколько уровней. Вот, логотип, используемый как бренд, имидж с репутацией и образ с идентичностью. То есть современные такие маркетинговые стратегии строятся на использовании брендов, и мы об этом тоже поговорим. Опирается при этом на некую репутацию, хотя репутация может быть не ахти, конечно, вот как у нас, например, вот, а у нас, в смысле, в Беларуси на международной арене, да, вот, а имидж создается такой благообразный, вопреки репутации. И если разрыв очень уж очевиден, контраст, то, в общем-то, встречает имидж бесполезен по уму. А ведь так оно и есть. Так и есть. Я же вас не обманываю.
Я же говорю, все как есть. У нас картинка не соответствует реалиям. Вот. Ну и образ или идентичность – это самое такое широкое социокультурное представление, когда мы действительно говорим, соответствует этот образ или не соответствует, похож на оригинал, не похож на оригинал. И тогда вот желаемый имидж, да, может противоречить опять же какому-то предлагаемому образу. А вот в маркетинговой системе уже есть четко прописанные такие ходы, приемы, стратегии своего рода, которые предлагается реализовывать при разработке и продвижении имиджа вот, конкретно какой-то территории, какого-то региона, страны, города. Вот такой территориальный маркетинг, он предполагает несколько этапов, несколько таких шагов. Во-первых, нужно проанализировать, выявить потенциал территории, вот, выбрать стратегию для ее развития и уже предложить какую-то позицию, которая бы выгодно выделяла эту территорию, позволяла ее отличать от всех прочих, вот, и преподносить в выгодном свете. Далее уже идет последовательно проектирование имиджа на основе идентичности, обратите внимание. То есть без идентичности мы никуда не денемся, без того, чтобы определить, в чем же особенность, в чем суть, в чем изюминка, да, вот данного города, данного района, данной страны. Если этого не найдешь, то, в общем-то, и предложить нечего. Начинается такое копирование, вот, компилирование, некоторые такие неловкие попытки позаимствовать у соседей, там, или вообще далеких стран, да, какие-то удачные ходы. Но, как правило, к успеху это не приводит, если не опираться на какую-то автохтонную, да, аутентичную такую идею. Ну и стратегическое управление имиджем, это тут уже много разных ходов можно предложить, там тестирование, разработка плана, контроль имиджа. То есть там уже текучка идет, связанная с продвижением этого имиджа с помощью рекламы, пропаганды, туризма и прочее, прочее. Вот. Мы на маркетинге особо заострять внимание не будем, но будем его учитывать, потому что для меня это важно в том плане, что современные стратегии продвижения имиджа Минска и Беларуси, они делают акцент вот как раз на таком маркетингово-экономическом дискурсе, пытаясь в каком-то чистом таком кристаллизованном виде его преподнести, что это только такая... Откуда это? Почерпнуто? Я пока не об этом говорю. Да не отвлекайтесь. Я не понимаю, от чего наглядная агитация? Вот. Я просто завершаю мысль с предыдущего слайда. Да, вот есть разработанная система категорий, позаимствованная из экономики, из маркетинга. Считается, что это, ну, не альтернатива, но какая-то такая параллельная, что ли, реальность вот в нынешней политической системе. То есть мы как бы не занимаемся политикой, хотя это безусловно политически, да, внешняя политика тоже на этом строится, на конструировании имиджа. Вот. Но политика как бы мы оставляем в стороне, а нам нужны вот экономические там, показатели, нам нужны инвестиции, нам нужно продвижение, привлечение туристов, вот это все. Казалось бы, можно обойтись без политики, а нет. И я сегодня покажу вам. Евроньюз беспризорно выпускают ролики стран различных, Грузия, там, Армения, Венера. Они классические ролики на как это называется, вовне, на создание имиджа для привлечения инвестиций, туристов. Так, это мы пропускаем, вы это знаете наверняка. Нам интересны те концепты, вот помните, да, на схемке, ключевая идея или концепт, он является основой для построения идентичности, для выстраивания имиджа. При этом концепт, конечно, может быть
ну, такой мифологический, да, это не значит, что там все неправда, скорее это вопрос веры или доверия. Да, вот как в миф верят, в религию, так и здесь нужно поверить, что вот предлагаемый образ, он желателен, он может быть представлен, да, вот как действительно там, соответствующий некой реальности, но, безусловно, с поправкой на то, что это все-таки рекламная такая технология. Вот, а кто же в рекламе всю правду-то скажет, конечно. Вот, если там черный пиар, да, тогда уже там идут какие-то другие темы, а вот в рекламе, как правило, акцент делается на позитиве. И имидж как раз, кстати, вот такое важное замечание, я буду иметь в виду один из возможных таких двух аспектов в понимании имиджа. Есть как бы субъективный аспект и объективный. Субъективный – это имидж, который основан на образе и представлениях, скажем, о городе самих горожан, да, то есть как горожане там представляют себя, ну также и туристы, там, да, представители зарубежных стран. Это субъективная сторона. А можно взять объективные критерии, например, там, число упоминаний в прессе, в СМИ, да, позитивных или негативных каких-то замечаний, сообщений о городе, о стране. Просто это посчитать, это делают пиары агентства, и создать такой статистический, да, образ, сколько чего вот, упоминалось в связи. То есть имидж цифровой. Почему цифровой? Количественные показатели. Ну так я и говорю, цифровой в данном смысле. Ну, цифровой мы уже подразумеваем дигитальный. Нет. А это количественный, скорее, да. 1000, миллион 950 Упоминаний, да, позитивных из них там 1000, а миллион негативных. Вот уже но они позитивные не... создается определенный имидж. Но, конечно же, нельзя забывать о субъективности, потому что вот любой миф как раз опирается на некие коллективные представления. Субъективные представления, и мы их, безусловно, будем учитывать. И вот я выделил некоторые такие основные мифы, концепты, которые, ну, не то что наиболее распространены, но они, мне кажется, наиболее важны для нас, как для горожан, так и для приезжих, возможно. Ну, это вам известно, да, Минск как чистый город. Да. А где зеленый? А зеленый не обязательно. Главное, что Не, у нас это основной постулат. Минск очень зеленый город. умный город была такая попытка, да, несколько лет назад делалась. Как раз по заказу Мингорисполкома была попытка разработать концепт. И... А город солнца это что такое? Это Япония какая-то. Это Кампанелла, да, это Томас Мор, это старинные утопии, да, которые теперь воскрешены и реализуются Артуром Климовым, в частности. Но это художественный такой вариант. Просто я не знаком с этой имиджем. Ну вот, познакомитесь. Ну и последняя такая уже политически конъюнктурная версия Минска город мира, да, посредник именно Украины. Вот. Я постарался разные аспекты представить, то есть и международные политические, и субъективные там, художественные версии, и официально реализуемая попытка продвижения на уровне власти, и в том числе и какие-то общегородские, характерные для всех жителей города представления. Давайте рассмотрим их более подробно. Что касается чистоты, то здесь вот многие, даже по сравнению с заграничными городами, говорят, ну Минск такой чистый, там, ну не знаю, где-нибудь в Европе можно посмотреть, так там и мостовую с мылом, да, у нас до такого не доходит. Но чистота у нас скорее на пустоте основана. Да, вот это такая неразрывная связка, вот, самые
классический пример, Октябрьская площадь. Правда, она не всегда, не во все времена года в таком виде предстает. Зимой там каток, елка, как-то это заполняет. Но это там пару месяцев в году. В остальное время тут даже какие-то ярмарки пытаются проводить. Раньше проводили концерты вот, общегородские, там один город, один республики. А потом это все вот. Ну, сегодня там лужи. Что? Сегодня там лужи. Лужи? Мгм. Ну, куда же без луж такую погоду? Это субъективное предприятие. Да, да. Я просто шла. Это субъективно. Я там сегодня не был. Завтра замерзнет и будет лед. Но, кстати, использован объектив, который делает это уродливым. Это не объективная картина. Объектив же используется, значит объектив. Да, чистота как результат зачистки городских площадей. Да, это вот как раз Октябрьская самый такой яркий пример. Но это, я считаю, такой показательный пример, потому что речь идет именно о исключении, да, из городской жизни какой-то незапланированной активности, да, стихийной, такой спонтанной активности горожан. Все должно быть регламентировано, предусмотрено, согласовано, вот, чтобы Это ваша личная интерпретация. чтобы все было четко. Вот. Не навязывайте нам вашу интерпретацию. Вот, у нас чисто, потому что городские службы честно зарабатывают свой хлеб в немеренном количестве. Я поражаюсь регулярно, когда вижу такую активную бригаду в оранжевых каких-то комбинезонах. Человек 15-17 вот, дворников приходят, да, с трактором, в кузов бросают листья, вот они быстренько шуршат, какой-то участок зачищают и все, и исчезают еще на месяц. Вот. Что это за мобильная бригада такая, остается загадкой. Почему их бросают на какие-то отдельные участки? Ну, видимо, по плану. Да, они ходят по району. Да. Вот. Но не проще ли как бы распределить по одному-два человека, чтобы везде... А как тебе воспринимается в таком контексте, вдруг город оживает бензонокосилками и тысячами в оранжевых мужиков, ходит и косит везде траву с треском по всему городу. Одуванчики. По одному, по два им скучно. Ну вот вы как-то не понимаете. Там же тогда от нечего делать они работать начнут. А так общаются. Один работает, остальные стоят кружочком смотрят. Да. Они поддерживают дискурс. Да. Можно вопрос? Вот то, что мы сейчас рассматриваем, это в рамках рекламного мифа города, как изначально картинка идет, или это в той же теме параллельно, да? Так, антирекламная. Или это все-таки Это развенчивание мифа. То есть вы сейчас развенчивание мифа. или все-таки как пример и создание какого-то образа? Так продолжайте. Что вы Насчет мифа, да, продолжайте. Все-таки, что мы сейчас делаем? Мы развенчиваем популярные Окей, мифы, окей. создавая при этом некую Определенно. альтернативу. Окей. Вот насчет альтернативы пока торопиться не надо. Хорошо. Еще один пример уже со снегом. Почему вот как бы такие представления горожан, они поддерживаются властью, потому что это как бы взаимовыгодный такой своеобразный социальный контракт. Да? То есть вот, власть может обратиться за бесплатно, да, там, просьба убрать снег, как бы, не знаю, кто там откликается на эти призывы, но вот есть некоторые вопросы, потому что, скажем, были заключены договора о очистке территории, уборке снега, и тут вдруг приходят такие вот сообщения, как к этому относиться. Ну, реакция может быть разная, и вот интернет-пользователи начинают писать ответные такие смс-ки, ответки. И да. Уважаемый Егор Исполкомович, ваше обращение будет рассмотрено в течение 15 дней со дня его регистрации. Вайбере, что ли? О результатах рассмотрения вы будете проинформированы в установленном сроке. Ну и вот такие возникают версии, которые могут претендовать на статус мемов. Да. Вот, это лопата. Нет, лопата. Не убедили. Вот.
крестный отец, конечно. Да. Кто должен убирать снег? Сами жихары, кто заплатил податок, соседи жихаров, кто отжимался. Антиимиджевое действие мне гораздо интереснее. Но это творчество мастера, стихийная реакция уже. Вот, и происходит действительно такая дискурсивная вот активность. В официальных СМИ, возможно, нет, конечно, ничего это не отображается, а в социальных сетях, пожалуйста. Вот есть такие примеры колоритные. Что касается умного города, то как раз яркий такой пример разработки концепции бренда в 2012 году была попытка предложить вот такой слоган Think Minsk, умный город, но была признана такая версия неудачной, ну, потому что, во-первых, вы можете сами оценить, как эти белые полоски режут глаз, графическое И решение. вообще заявление «умный город» всегда противопоставляется «а где-то да глупо». Вот на тот момент, в 2012 году еще, кстати, IT, ПВТ еще никакого не было, IT-отрасли не было, были обломки интеграла, вот, там, советского машиностроения, всего этого. Да? И возникли резонные вопросы, а почему Минск умный город, там, с чем это связано? Скорее, да, можно там сказать, ну это был вот при Советском Союзе такой цех сборочный, а сейчас как бы утратил эти позиции. И вот только сейчас можно в этом даже какую-то прозорливость власти увидеть, что только сейчас ПВТ выводит нас на передовые позиции в регионе. И мы пытаемся уже, да, что-то там претендовать на какую-то IT-республику, там IT-город, эти попытки продолжаются. Но на тот момент, вот, в 2012 году, это было совершенно какой-то произвольный такой мотив, и к тому же был вторичный совершенно. Вот обратите внимание, там я указал, нет, не указал. Да, вот компания Инстит, стыд просто, это Инстит, потому что они из Лондона приехали, но это были двое выходцев из Беларуси, вот Наталья и Александр Грант, по-моему, Ну что, нормально перебрали? Они просто из Лондона вот привезли эту идею и решили, что прокатит. Помнишь, я говорил, с нами теплее, в метро у нас висело. Это чисто содрали реклама английского лондонского метрополитена 30-х каких-то годов. Они пользовались ей полгода. Думали, что хорошо забытая старая. Вот. Ну и да, раз это вторичная идея, то, конечно, она не могла быть использована, но какие-то вот дизайнерские попытки еще продолжались, и там, я встречал еще на остановках общественного транспорта эти полоски голубые. Вот. Но сама идея, конечно, вот она несколько странная, потому что это тельняшка там или что, или микросхема какой-то, раз умный город, технологическая какая-то начинка имелась в виду. В качестве альтернативы много было вариантов, но вот такой достаточно удачный на Минске. Разные там версии предлагались, то есть на самом деле действительно нужно было опрос какой-то провести и уже с самими горожанами согласовать. А когда эту концепцию принимали, то, в общем-то, на исследование им денег не хватило, я так понял, и они все это дело забросили. Там было-то всего $30 000, по-моему, на это все. Чего? Да. Охренеть. Где я был? Вот, художественная версия вот, Артур Клинов, целых 2 книги уже он издал. Ну вот фотоальбом такой был «Город солнца», и русскоязычный вариант в Москве переизданный, ну то есть даже это как бы отдельное такое уже издание было, «Минск. Путеводитель по городу солнца». Вот, то есть он такой вот авторский миф продвигает. Но «Город солнца» именно в смысле утопического образа, созданного в рамках советской идеологии, что Минск это должен быть образцовым городом, Так это же, потому что он на западном, Я это альбом на видел. западных, ну вот. но он же анти. Что он как раз, это не город солнца, это наоборот, как это,
переверсия, да, то есть Мы рассматриваем это в качестве мифа сначала. Ну, конечно, это советский миф. Это созданный в рамках советской Александр с самого идеологии. начала это подчеркнул. ты говоришь, что Климов идею города Солнца пропагандирует, продвигает, а он сейчас наоборот Она разрушает. народная, которая Ты же имеет запутал сам. определенный уровень развития. Слушайте, он ничего не пропагандирует и не разрушает. Он анализирует, как это задумывалось и как было реализовано, и во что перешло в текущем. Да, но он же вначале сказал, что Климов продвигает идею города Солнца. Я говорю, он же не продвигает ее, я к этому. Нет, ну а как можно назвать издание, печатное издание? Он продвигает такую идею, что в советское время была разработана... Ну так ты идея. говоришь, что в советское время, ты сказал, что не Климов Я же продвигал. так и говорю. Так и говорю. Да, Минск это утопический такой проект советский. Образцовая архитектура сталинская, да, сталинский ампир в центральной части города, по крайней мере. Хотя нет, тракторный завод, рабочий поселок, да, при тракторном заводе тоже, образец сталинской архитектуры. То есть вот отдельные такие фрагменты на городской территории, это нечто образцово-показательное в советское время. То, что можно было как бы показать иностранцам, которые пересекают западные границы нашей необъятной родины социалистической, да, как говорили в то время. Ну и вот фотоальбом был составлен из таких снимков. Это как бы вот дневная сторона города, когда все солнечно, ярко, красочно. Но есть и пасмурная, да, вот жизнь на солнце, да, город сон такой, спящий город, зимний сон. И вот эту же тему подхватывает такой блогер, не блогер, но вот он, в общем, делает видеопродукцию, такую видеоклипы, Артем Прядко, ездит по разным странам и городам и делает ролики такие, рекламные достаточно. Вот, начинал он с Минска как раз, и там просто вот разные версии есть Минска, в том числе вот такая Минск как город солнца. Потом можно будет посмотреть этот ролик. А пока последняя вот такая версия, Минск город мира. Ну тут понятно, это все привязано к вооруженному конфликту на Донбассе, поэтому такой негативный, да, оттенок все время будет присутствовать. И в общем-то здесь такая политическая конъюнктура, она несколько замутняет вот этот светлый образ, да, город мира, город, где прекращают войны, да, ну, тормозят, по крайней мере. И поскольку вот этот негативный фон есть, то не очень-то выгодно продолжать разработку этой темы. Вот. Но она, безусловно, присутствует в мировых СМИ, в новостях. Когда собираются рабочая группа по Донбассу, то это в Минске. Это в снимке. Они все аж согнулись, Саркози, Меркель, смотри, как они смотрят, куда указывает Лукашенко. Ну да. Мы пойдем правильно путем. Куда? Куда? Вот сюда. Хорошо, да. Ну и если проанализировать, как там, да, в маркетинговой схеме, проанализировать те возможности, которые у нас есть, то в основном можно три таких источника, обратите внимание, в основном вокруг трех аспектов строится любая брендинговая информационная кампания, территории, каким-то знаковым, таким символическим сооружением в городе, которые могут выступить в качестве символа города. Значимые события, которые происходят в этом городе, или там персонификация вот, каких-то горожан, известных людей. Вот. Можно это использовать в качестве ресурса для конструирования имиджа, для создания бренда и его продвижения. Вот. Что касается архитектуры, то у нас есть последние 5-7, вряд ли 10, но 5-7 лет некоторый разнобой такой, да, в архитектурных стилях, потому что если раньше можно было сказать, да, это советский город, вот Климов на этом поднялся, вот. Потом
советский, да, уже вот какие-то эти странные, да, вот, сооружения вроде библиотеки или вокзала железнодорожного, вроде и хай-тек или хай-так, не поймешь, там, что такое. Такого чудовища нигде нет. Или Нет, в то же время реконструкция вот исторического центра брутализм. Это Ты сейчас про какой рисуночек? Проект Фаулас? центральный, А, 30-х? конечно. Ты сталик? Брутализм. Типичный. брутализм. Где-то тут его увидел. Ну и восстановление верхнего города, ратуша, там, да, костелы привели к тому, что еще и досоветский такой образ какой-то уже вырисовывается, хотя он в постсоветское время возникает, да, такой парадокс. В итоге есть некоторая такая путаница в архитектуре, и можно поискать какие-то альтернативные территории, альтернативные зоны, культурные такие ареалы. Это так называемые третьи места. Вот, то есть места комфортные для горожан, для туристов. Вот, первое место это дом, второе место работа, а третье место это место развлечений, общений, да, где мы проводим свободное время. Да, в Амстердаме самая большая публика вся ловится в район красных фонарей. Не куда-нибудь там смотреть сооружения там церковные, там, а именно основные толпы туристов с аппаратами это улица красных фонарей. Все туда едут. Достопримечательности. Наркотики, открытая продажа кафе, улицы, где откуда марихуана несет, и то самое, и проститутки в окнах. Что вы нам предлагаете? Так нет, я просто хочу сказать, что Значит, отрицательный образ. Если на Зыбецкую пойти, то можно Всё найти. много чего. Да. Ну тебе Вот, вот и Зыбецкая, где-то там маячит. Да. Это верхний город, который недавно был реконструирован, и теперь предлагается как такая вот новая реальность, туристически значимая для зарубежных гостей для привлечения. И при этом задвигает уже Троицкое предместье. А раньше же у нас был Троицкое основное. ну, это еще какой-то Миронович сделал. Ну да, да. Вот поэтому теперь как бы Советского часу. вот это ядро, да, центральное ядро города, оно немножко так трансформируется, расплывается, как амебы, вот, растекает вот уже с Троицкого предместья вот на Зыбецкую, в верхний город, и плюс еще Карла Маркса, да, помните, был такой проект сделать пешеходную улицу на Карла Маркса пару лет. Вот была такая идея, и там устраивались музыкальные фестивали. Разве сейчас на выходные не закрывают? Ну что же пешеходные на выходные не Нет. отменили? Все уже. Вот, местным жителям это не понравилось, что шумно, ходить в подъездах, знаете, нехорошо, некультурно. Да. Поэтому это все прекратили. Ну и к тому времени уже кое-что появилось в верхнем городе, так что все туда было перенесено. Но есть еще альтернативная зона, конечно, это Октябрьская улица, где у нас проводился, да, скажем, фестиваль, там улица Бразил. И вообще это считается такое, тоже тусовочное место, которое как бы противовес. Который не жалко. Устраивает противовес верхнему городу, центру. Что касается событий, то у нас было одно большое мега-событие, как раз в ближайшей исторической ретроспективе, да, в недавнем прошлом. Чемпионат мира по хоккею был по максимуму использован это для привлечения туристов. Но поскольку это был единичный такой случай, то скорее речь идет об исключении из правил. Да. И до недавнего времени можно было действительно жаловаться, что вообще в городе ничего не происходит, что там скучно, некуда пойти, нечего делать. Теперь можно найти там десятки каких-то событий, каких-то мероприятий, фестивалей, чего угодно. Но что касается мега-событий, то на этот статус претендует уже в следующем, через следующий год, в 2019 году, провозглашены Европейские игры. Вот. Не знаю, вряд ли мы выберемся из ямы к тому времени, чтобы быть настолько финансово самостоятельными, состоятельными и провести это мероприятие. Но вот в Азербайджане были первые игры, и там это в копеечку обошлось, конечно, при том, что страна газовая, нефтяная, и все равно там кучу денег вбухано было.
и это не окупилось. Ну, как бы считается, что Азербайджан далеко, не все могли добраться, а к нам ближе, удобнее, может, кто и доедет. Да. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Пока можно с уверенностью говорить только, что это такой очередной вброс, инфоповод для переключения внимания. Да. Вот. Отвлечения от каких-то внутренних проблем. Был хороший повод, вот 950 лет Минску в сентябре. Но это не стало каким-то грандиозным суперсобытием. Почему-то власти решили сэкономить на этом, и ничего особо так не было затрачено, никаких экстра. Нет, там денег похоронили много. Ну, одно дело похоронить. Ну, а Другое дело смысл такие даты устроить отмечать? какие-то события. Могли бы пригласить рок-звезду какую-нибудь, там, сделать хороший концерт. Какие же платить нужно? Ну вот. Чего такие подбрасывают власти, подбрасывают такие вещи? Для того, чтобы отсосать денег. Совершенно верно. Вот. И, в общем-то, да, многие возмущались в сетях, что это такое. Ничего такого неординарного не было предложено, совершенно стандартная программа. И начали все прикалываться там над фотоотчетами, репортажами, там, как горожане гуляют на дне города. На дне, да, вот это дно такое. А на самом деле вот были такие привязки до официальных праздников, вот был как раз финальный такой суточный как бы вояж изобразил, когда вот целые сутки, да, на Октябрьской проводились непрерывный такой марафон, разные события. Вот можно было сравнить, насколько вот это было более удачная, конечно, версия такая альтернативная. И после, сразу там на следующий день, 10 что ли, сентября, вот, проводился День танкиста. Вот, Wargaming там устроили в Парке Победы, тоже тусовку огромную. Вот, ну, то есть, как бы, видимо, власти решили как бы представить, что вот мы 3 дня празднуем, да, а на самом деле, как бы, первый и третий день это были не городские бюджеты, да, не государственные средства выделены, а привлечен бизнес, там, бразильское посольство, гражданские инициативы, кто угодно, да, только не местный бюджет. Но зато сэкономили. Да, ну, это что касается Бразил, как это было. Что касается третьего ресурса, минчане, да, какие-то достижения минчан. Ну, прежде всего, наверное, тоже спортивные. Тут можно там и Добрачеву вспомнить, да, и Азаренко. Как бы, вот, они могли бы стать таким женским лицом города там, и Беларуси с их выдающимися спортивными достижениями. Но у нас же бзик на хоккее. Да, вот, всячески пытаются хоккей пропагандировать. Но достаточно интересные, как мне показалось, были опыты, такие попытки привлечь вот, к конструированию вот, образа города и лица рядовых минчан, ну, как бы тех, кто делает свою работу обычную, и это значимо вот для всех горожан. Вот некая Жанна Зубкова. Ну, сейчас по городу висит еще более новая реклама. Мы работаем для вас, служба Мингорисполкома, там изображено ряд таких дистрофических лиц, улыбающихся, везде по городу развесили. Что там реальные чиновники? Я не возле дома выхожу, мы работаем для вас. То есть не только я люблю Беларусь, теперь мы любим Беларусь. Я не видел. Неужто там реальные Сегодня чиновники? остановимся, увидишь. Прямо возле метро, выхода. Да. Ну и, конечно же, пользователи не могли не использовать такой шанс для альтернативных, так сказать, творческих позывов. Да, и вот были предложены такие контрпропагандистские, да, вот, плакатики, вот, которые показывают тоже каких-то заслуженных минчан, но заслуги их могут быть совершенно разного толка. Вот. Ну, естественно, без первого лица. Это я люблю Беларусь. Да. Вот. Ну, что хотелось бы отметить, что даже вот возвращаясь еще раньше к тому, что я говорил, 4 точнее, да, все 4 версии, которые были предложены вот этих концептов или мифов,
они, казалось бы, могут быть использованы, да, для продвижения имиджа города, создания там позитивного образа. И вроде бы как бы с политикой, в общем-то, не связаны. Ты упустил очень важный... Но вот Минск, город мира, все-таки связано, естественно, да, это вот такая ситуация с Украиной. Добавлю. По поводу имиджа, да, имидж Минск, центр Европы, гораздо мощнее тех примеров, которые ты привел. Этот камень в центре, и мы всегда говорим, что мы центр Европы, смешение культур, это тоже вот этот маркетинговый ход. И он, кстати, идет после «Чистый город», наверное, на втором месте. Но это не Минск, это Беларусь. Нет, это четко. Я мониторил СМИ, На той везде площади- идет Беларусь, на той сердце площади стоит Европы. камень. Беларусь, сердце Европы, вот Библиотека, Беларусь, что ли? центр Нет, Европы. так там же официально, он же где-то под Полоцком или что-то того, этот центр. Да, Центр да, Европы то есть вообще. это даже к Минску не привязано. Нет. Да, нет. У нас нулевой километр, но это другое. Причем там два. Один вроде как был на главпочтамте, а второй вот на Октябрьской площади. И между ними вот такая пустота опять получилась. Да? Померзшая. Черная дыра, да, это полкилометра куда-то провалилась. Вот непонятно откуда считать. Вот. И я к чему говорю, что делаются попытки, да, вот, чисто маркетинговые какие-то такие ходы принять, вот как в случае Минск умный город. Да, вроде бы политика здесь ни при чем, но вспомним, как ПВТ да, утверждали. Утверждали указом президента особый статус ПВТ, столько вокруг этого шума было создано, там помощник президента назначен теперь директором, ну то есть явно, что это политическая уже, да, стала такая дискурсивная борьба идет. Все остальное, там вот Минск чистый город, как я показывал, власти городские тоже принимают активное участие в этом, и даже без этого. Советский миф, да, город солнца, это тоже такой идеологический, политический. То есть все версии, на самом деле, они так или иначе все равно привязаны к политике. Да, поэтому без политического, без работы с политическим дискурсом и идеологией мы никак вот эту тему не можем миновать. То есть это всегда надо учитывать и помнить там о репутации да, политической, которая у нас уже сложилась, и которую мы не можем игнорировать, забывать. Вот, поэтому нет такого чистого маркетинга, нет там обычного туризма, там, да, который бы был не привязан к политике. Это все имеет место быть. Вот. И отдельная тема – это попытка сконструировать имидж, позитивный имидж Беларуси и Минска в официальной государственной пропаганде, которая с 2005 года там стартовала, эта кампания за Беларусь, да, начиная от референдума. И подряд вот все выборы шли вот под этим лозунгом. И, в общем-то, там применялись очень четко некоторые приемы, которые я назвал фотореализмом. Фотореализм. Это, собственно, белорусское такое открытие, да, достижение власти, потому что все говорят, ну, совок, все это скопировано советской пропагандой, а вот нет. Потому что в советской пропаганде плакаты, скажем, использовались не фотографические, а художественные росписи. Да, это были авторские рисунки. Вот, только конструктивисты там, наверное, пытались экспериментировать с фотографией. Ну, такой рекламы, что я не Во всех помню. остальных случаях это рисунки. Это действительно вот художественные домыслы автора. Вот как он там видел светлое будущее коммунизма. И на самом деле Художественная пропаганда, кстати. И где она висела? Везде. ну, везде. Мы строим коммунизм. Там, Это Народная текст. партия единая. И это профили Маркса и Энгельса, и Ильича. Ко всем датам, да, ко всем датам, там, на 23 февраля, на 8 марта создавались картинки, там, поздравляем женщин, народ и армия едины, там. Так это используется всякие кукрыниксы времен войны. Вот это и пошло, да, с тех времен. Но вот фотография очень редко использовалась. А у нас как бы
был сделан следующий шаг. И вот посмотрите, из разных жанров фотографии, казалось бы, художественная не подходит, там, да, и любительская, а документальная тоже как-то не очень, потому что это скорее фиксация, там, фотография, как там ведут себя зверюшки в лесу, да, или там фотография далеких туманностей и галактик. Да. Ну, вообще Это немножко другое. Технологии просто изменились. Это немножко другое. Значит, остается репортажное и рекламное фото. И вот белорусская пропаганда, она строилась как раз на смешивании, подмене этих жанров рекламного и репортажного. Вот. И вот, ну, всем нам известны, да, эти образы из этой информационной кампании. Рекламное фото здесь выдается за документальное, то есть претендует на фиксацию, четкую фиксацию действительности, как она есть. Это такой предельный реализм, объективный, неподкупный, непредвзятый. Это не реализм. Вот это, Если знаешь, ты приедешь в город Минск, то рушники и вот эти вот ленточки ты нигде не увидишь. вот Тоже это реализм. большая часть этих снимков это Основном фоторепортажи. Это, Это фоторепортажи вот, праздника города. праздника города, да. Вот это как раз на Октябрьской площади в 2005 году делали концерт. Да. А вот это репортаж, это группа молодых людей, это лауреаты президентской стипендии. Да, они получили свою награду и пошли гулять по городу. 7 раз. А следом шел Ты когда- фоторепортер и Всю фразу говорят, у меня ребенок 7 раз. У меня ребенок 7 раз занимал, Непонятно, что он 7 раз. получал то есть премию. Вот, значит, тоже реализм действия. Действует. Как-то это по-другому можно было обыграть. Вот, то есть, ну вот там заводчане, да, рабочие массы идут с трудовой смены. У этих фотографий есть даже авторы. Это фотожурналисты. Они делают такие вот фоторепортажи. Потом это в хронике БелТА, вот, да, Белорусского телеграфного агентства, вот, архивируется. И оттуда некоторые выдергивались вот кадры, которые считались, вот они удачно репрезентируют какие-то социальные группы, рабочие, да, отлично. А давайте от лица рабочих вот мы обратимся ко всем остальным аудиториям. И здесь, конечно, уже авторское начало оно теряется. Зачем нам знать, кто автор этой фотографии, какой-то репортер там. Это такой обобщенный, уже абстрактный образ вот социальной группы. Да. Молодежь, рабочие, колхозники, То есть, спортсмены, вот все Александр, в социальные принципе, группы. получение знаний это то, что у нас Военные. существует такая развитая система образования, да, скажем так, и выпускает таких эрудированных, скажем так, студентов, выпускников. То есть мы, может быть, по-другому это можем представить, но в принципе это достижение страны. Может быть, оно просто не так представлено в таком имидже, и может быть этот имидж просто ее, наоборот, скажем так, ухудшает, да, эту ситуацию. Он высмеивает это вот среди определенной среды. Поэтому наша задача будет, когда мы будем готовить какую-то работу, придумать какой-то другой слоган, какой-то вот что-то, да, наподобие вот этого Пожалуйста, примера. да, да. Я ни в коем случае не ограничиваю вашу творческую фантазию, вы работаете, В принципе, предлагаете свои варианты. В принципе, ну, как бы труд, скажем так, на заводах, фабриках, простых рабочих, это, ну, как бы почетен, он любой труд почетен, правильно? Это мы его не высмеиваем. Как там это в советское время, там у нас Но любой тем не труд менее, почетен. нет, может быть, это, кроме того, скажем так, образование определенного уровня и, скажем так, у нас достижения в Павел, этой сфере и прочее. Это я тоже- слышал пленум ЦК КПСС, кончай. Вот, как уже упоминалось, есть, безусловно, постановочные кадры, их не так много, но они есть. Да? И в этот момент, посмотрите, художественная фотография и художественный дискурс, он вмешивается как бы в репортажный дискурс СМИ, в документальный, там, научный дискурс, да, начинается вот эта подмена, смешивание. При этом считается, что это же объективно, да, вот счастливая Беларусь, счастливые молодые я люди. не согласен, когда Они ты же говоришь есть. о том, что это объективные снимки. Все это снимки постановочные. Ну не все, я же еще раз повторяю, не все, далеко не все. Вот
Военный тебе могу парад. сказать, Стоит специально Я построить. не могу тебе назвать заставить белорусских фотографов, которые снимки даже под бомбами делают постановочные. Что, по-твоему, постановочная фотография? Ну, скажем так, идет, я тебе рассказываю сцену, как делали, когда на Грузию напала Россия. Как делал, не буду называть фамилию, известнейший белорусский, его называют одним из лучших Кощевацкий. Скажем так, фотограф. Рассказываю, он ловит деда с козой, вот, волокет деда на автобусе за 2 километра, ставит его напротив разбитой машины, вот, и бьет ему по почке, чтобы он всплакнул. И делает фотографии, дает ему деньги. Это притча уже, как делаются эти постановочные снимки. На самом деле это очень скользкий вопрос, постоянно дискутируется там в журналистской среде, насколько само присутствие репортера, фотожурналиста влияет на события, на которые он фиксирует. Само его присутствие уже, конечно, там отвлекает на себя тех, кто участвует в происходящем, они там на камеру уже смотрят, и так далее. То есть где здесь грань, между постановочностью и незаинтересованностью, это все очень зыбко. Но есть действительно постановочные кадры, в случае с этой бабушкой, с девушкой. Происходит действительно такая подмена, эта ситуация, когда код не определен, код условности или код реальности, с чем мы здесь имеем дело. Мне кажется, что как раз сила, или попытка эффективного использования белорусского фотореализма в пропаганде, это как раз подмена кодов. Работа на уровне кодирования, когда художественное, постановочное фото, те примеры, что мы обнаружили, репортажное фото, рекламное фото, по сути дела, они выдаются за документальное. То, как оно есть, срез самой жизни. То есть мы ничего не выдумываем, это не работа художника-автора, это некая реальность, которая механически зафиксирована с помощью самого точного прибора, фотоаппарата, схвачена. И вы считаете, это эффективный такой ход? Работает. Убедительно? Или как это здесь ролик такой можно относиться? Здесь уже надо проводить опросы населения, как они работает. рекламе. Люди не замечают фактически, это воздействует уже на уровне подсознания. По крайней мере, иностранцы, которые приезжали сюда и говорили, что, о боже, вы так любите Беларусь, у вас это прямо на каждом шагу. Я такая, Мы ее любим. Разве эти снимки и кадры кто-то видит из иностранцев? Я, например, не знаю. Это же на билбордах, конечно. Они на самом деле, это мы не замечаем, у нас уже замыленный взгляд, а для них это... Секундочку, насчет замыленного взгляда. Вообще, эта реклама, те билборды, они страшны тем, что мы на них вроде бы не реагируем, но реально мы реагируем все. Дело в том, что мы перестаем акцентировать на них внимание. Если мы на них начнем акцентировать внимание, они будут работать в обратную сторону. Но дело в том, что, обратите внимание, вы половину этих плакатов и не видели, но они уже вам знакомы. И они не вызывают отторжения. Вот это постоянное тихонько это воздействие на подсознание, они не вызывают отторжения, хотя пишут там на них абсурд. Абсолютно. Работа с идентичностью. Да. Мы уже идентифицируем себя Она работает, тем очень образом, хорошо который работает. предлагается на этих плакатах. И есть люди, которые теперь повторяют: я люблю Беларусь, бабушки, я люблю, моя мама, я люблю Беларусь. Я говорю, с плаката вычитал. Не, ладно, там люблю, но когда говорят за Беларусь, и тосты поднимают. Что касается новых технологий, то это следующий шаг, как раз попытка внести анимацию, движение, динамику, эти статичные образы. Следующий шаг от фотографии к видео. И основной шаг, который сделан был на уровне сперва любительском таком, это создание таких роликов из серии фотоснимков, с экранной съемкой снимали, и потом монтировали из отдельных фотоснимков целую серию. Возникал такой эффект комбинированной съемки. Но с мультяшным таким эффектом, потому что микропаузы между снимками они остаются, и возникает такое
как в кукольных мультфильмах, да, прерывистость движений такая. Discovery. Забавно. Это Discovery начал. Вот. И, Представление всех. но теперь уже снимают на самом деле и хорошие ролики. Вот. Масштабирование как-нибудь идет. Продвижение уже действительно идет на уровне такой полноценной коммерческой маркетинговой стратегии, когда действительно анализируются аудитории, на которые вот рассчитана эта реклама. А для бизнесменов могут одну снять рекламу, для туристов другую, там, для, не знаю, кого там еще, для политиков, да, зарубежных, там, третью. Вот, то есть разные версии, разные вот эти адресации в рекламе, они появляются, и это, в общем-то, нормальный такой ход, закономерный. То есть просто рекламирует среду А вот, обитания. а вот эта вся образцы вот этой фотопропаганды, они были на что рассчитаны? На нашу, да, на нашу аудиторию, на наших людей, на самих белорусов, на внутреннюю аудиторию. То есть это агитация шла И началось утверждение активно именно с выборов. референдума. Да, да, да. Теперь все-таки ориентация на внешнюю аудиторию пошла, и могу просто продемонстрировать в качестве примера. Ну вот я говорил как раз, да, Артем Прядков много снимал. Вот как начиналось на любительском уровне, да, давайте посмотрим, работает вот концепция города Солнца. Это как раз и траферная съемка. Надо переключить снова. О, ну выбралось, да. Вывалился. Подожди, звук идет, значит должно изображение быть видно. Ну, а куда он делся? Из режима слайдов. Так. Интересно. Загадочно. Так а как вы делали, что у нас все было видно? Теперь у меня прошел рабочий стол, он туда перенесся, а здесь странно. Так. Приведите вас внизу, нижнее. Режим второго окна. Теперь исчезает. Странно. Ну, не хочет, интересно. Давайте заново. Он расслабился. Просто не дублировать, а показывать на втором экране. На втором. Ну, мы же выбирали если я правильно понимаю. Если мы с вами выбирали выбрать изображение на втором экране, то Ну вот сейчас у нас нормально. тут нужно выбрать Ага. центр.
Вот, ну тут такие эстетические эффекты. Игра света и тени. Солнечные. Вот. Ну вот, кстати, по поводу игры света и тени, вот те же иностранцы, когда я их водила по вечернему Минску, обращали внимание на эти подсветки. Вот подсветка наша, вот игра со светом, производит впечатление действительно. Нет, ну, я не думаю, что это было таким уникальным там, преимуществом именно Минска. То есть это везде практикуется. Просто что это выигрышный такой ход, действительно, который Ну, позволяет да. подчеркнуть там особенности архитектуры. Ну да, вечернем свете. да. Ну вот видите, да, ускоренное это движение такое, несколько комический эффект возникает такой, что все суетятся, как муравьи. Кинематограф использовал этот прием американский еще в 30-х Ну, годах. в анимации На сейчас. самом деле, удивительные места показывают. Вот. Это любительский ролик, это авторская тоже версия получается. Так, он наснимал, там, смонтировал, выложил на YouTube. И все выключилось. А далее был сделан такой шаг. Тоже Мингорисполком и Первый канал наняли, значит, телестудию, которая производит видеопродукцию, и они запустили дрон и сняли место с высоты. Вот такой вот креативный шаг был сделан. Но на самом деле получилась тоже такая рекламная вот картинка. Вот студия Republic, Art Republic. Был такой целый вот цикл задумывался «Моя Беларусь», в том числе вот для разных городов, но мне что-то не встречалось, кроме Минска, ничего. Ну, тоже такие красивые пейзажи, образы с высоты птичьего полета. Сейчас уже дронам запрещено летать на большинстве территорий. Так Это официальная воля воздушные Белмонта. шары. Тут похоже на воздушных шарах снимали. Это воздушные Да, шары, из а не воздушных дроны. шаров, там, ну, дроны в основном. На такую высоту дрон не поднимется. Ну, в общем, общее представление есть, да, будет много. Вот, как вы думаете, чего не хватает здесь, в таком ракурсе? Людей не хватает, да, люди где-то внизу, там их не видно вообще, букашки какие-то, да. Все это такой глаз Бога такой вот сверху. Ну или птица, одновольная птица летит себе в своем мире живет. Вот. То есть, опять-таки, некая такая лубочная картинка возникает. Ну да, интересно, как бы, понаблюдать. А вот уже сугубо такой коммерческий продукт был впервые, на мой взгляд, достаточно успешный предложен. Альминский тоже такой интересный такой слоган был предложен. И вот обратите внимание, здесь уже четкая такая адресация к разным группам, да, с совершенно четкими такими посылами, что мы можем предложить, что вы можете найти в Минске. Туристы, коммерсанты, инвесторы, люди Господь. Вот, разными путями мы можем попасть в город, на самолете, на машине, там, на поезде. Это вот бизнесмен крупный, приехал заключать сделки. Тут же ненавязчивая реклама, разные логотипы присутствуют. Ну, оплатил что? Аэропорт оплатил,
Железная дорога оплатила. Это реклама в чистом виде. Имиджевая реклама определенных структур. И какие выводы, собственно? В чем дискурс? Какой удобный город. Эту билиберду можно и по БТ посмотреть. Как вы комментируете эту рекламу? Она стоящая? Кстати, Паша, он от тебя похож. Но это первая, Значит, это все-таки... первая полноценная коммерческая попытка выйти на международный рынок. Не просто с какой-то огульной там, Евгений, пропагандистской. этот чувак с бабочкой не к тебе приезжал? Это шаг от пропаганды уже к реальному продвижению, к реальной рекламе, которая может где-то и сработать. Ну, как бы показаны достопримечательности, вот что можно посетить, чем заняться в городе. Фальшивые девочки играют. Как все фальшивенько. Вай. Интересно. Вот. Ну и тут куда сходить, чем заняться, дискотека также можно найти. А ты говоришь, людей нету. Я говорил это про предыдущий ролик. А ну вот да, бизнесмен в казино, как бы нормально проводит время. Эти культурно обогащаются. Молодая пара. Вот ходишь по Минску, кругом вот такие пары, да, с бабочками. Ну и вот традиция тоже можно приобщить. Да, На купале, да, принимаете участие в хороводах, веночки лежите, все как положено. Иностранец решит, что это правда. Так и есть. Вот, это первая, я считаю, такая достаточно удачная версия, которая хотя бы пытается как бы уйти от этого пропагандистского шаблона, рассчитанного на внутреннюю аудиторию, выйти на внешние рынки. Вот. То есть из дискурса идеологии и пропаганды, да, мы переходим на коммерческую основу, нормальный маркетинговый Я такой. вообще не понимаю, почему я должен ее любить. Да. Значит, Интересно, неправильно. как узнавали иностранцы, в у Колумбии. нас безвизовый режим на какое-то время. Ну, то есть, понятно, что в интернете, но какие именно вот источники? Мне кажется, это такие были, наверное, самые удачные. Ну, я думаю, Да. я надеюсь, по крайней мере, точно я тоже не знаю, я надеюсь, что в наших там посольствах, да, по разным странам им спускалась задача, чтобы везде, значит, в своей стране, в каждой конкретной, пошуметь, да, и распространить эту информацию, что мы открыты миру, приезжайте в гости. Да. Так в чем дискурс? Ну, я же только что сказал. Не понял. Ты как раз общался там в кулуарах и отвлекся. Я не буду повторять. Мы пятая колонна. Это был смысл дискурса. То есть вот столько всего вот этого материала. Получается, что весь смысл дискурса в тех правилах маркетинга, которые изначально включаются, которые вообще относятся к любому объекту. Идентификация, мифологизация, это вообще к любому объекту, камню на дороге, столбу, я не знаю, фонарному относится. Да, И если мы берем просто маркетинговую, то есть технологию, манипулятивную чисто технологию, то в чем дискурс, если это и есть норма? Дискурс это и есть совокупность норм и правил, которые должны быть привязаны к четкому сегменту деятельности,
экономическому, там, финансовому, политическому. Если мы их смешиваем, то ничего хорошего из этого не будет. Так, секундочку. Смешивание годится только для СМИ, потому что СМИ это гибридный дискурс. Они по верхам могут для публики рассказать о чем угодно. И о политике, и о науке, и о религии, пожалуйста. Сделать репортажик, там, обзор, пожалуйста. Во всех остальных случаях гибрид... То есть, буквально в смысле слова, если я так понимаю, из твоих слов, дискурс не предполагает разговора оппонентов. Это всегда Что за разговор, ну скажем так, это Это всегда разговор подача по правилам. Секундочку. По правилам, которые строятся в любой коммуникации. Я не увидел этих правил, ну материал я увидел, не новый. но- Посмотри видеозапись первой лекции. Зачем я буду повторять, дублировать все, что я уже читал на первой лекции? Я на ней был. Ну вот. Ну. Ну, И вот ты я же стою- сам жаловался, что прошло 2 недели, все забылось. Вот я напоминаю. Я впрыскиваю определенные дозы. Да не надо мне Память. доза. Я вообще не колюсь. А я впрыскиваю. Я говорю, не колюсь. В чем огромное количество фактического материала, да? Вот нам дали материал. Как я должен к этому материалу подходить с точки зрения понимания дискурса, в котором выстроен этот материал? Его должна охватывать некое правило. Ценный материал теперь будет у тебя в загашнике. И в этом Ты я- всегда можешь его использовать. По мере А можно, необходимости. можно еще, вот я там смотрел Я по ощущению, что пропаганда в заменяет. списке всех предложенных Ну, рекламных никакого роликов, разговора о дискуссии. по-моему, был позитивный имидж страны Беларуси, что-то такое название. Его, по-моему, не крутили. Там, наверное, в этом ролике, я насколько помню, несколько там этот... А еще там было видео «Беларусь страна для жизни», это которое... Да, это А то вот самое. можно продемонстрировать Это вот то самое. положительный, такой, Это позитивный сделано такой было. образ? Этот, наверное, да. Так, всё было позитивно. Вот Беларусь страна для жизни это классический пропагандистский ролик, который унаследовал все грехи вот этого фотореализма. Он, казалось бы, страна для жизни, приезжайте к нам все. Но оно так Это как бы идет во внешнюю среду, Ну, так оно призыв. действительно есть. Но сам лозунг дурацкий, кто сюда Ну да. приезжает жить? Лозунг может быть неудачный. Беженцы с должен Украины, летать. да, беженцы с Украины, я согласен, страна для жизни. У нас 50% запаса А пресной остальные воды. только для работы, Да, для да. учебы. там. Кому? Они временно проживают, Лучше к нам. временно проживающие на нашей территории. Вот, поэтому, опять же, страна для жизни это для местных жителей только годится. И там показана жизнь семьи из Минска. Ну, это посмотрим. А вы видели, как Не надо, переделали? слушай, материал. Хороший же этой баламути. Что ты ее не видишь, что ли? С утра до вечера в глаза бросается. Я хочу понять, ты нам сейчас даешь форму интерпретации дискурса, хотя я его здесь не вижу. И фактически ты даешь интерпретацию всего, просто свою, иную. Так и надо. Так? Ну, а Так. что тебе еще надо? Секунду. Чтобы дали иную интерпретацию, чем та, которая была официально. Так. Ну, Где правила? Правила Смотрите излагались лекцию в 1. первые лекции. Все правила излагались там. Прилагаете правила к Сейчас этим занимаешься роликам. чистейшей пропагандой. Я предлагаю, Александр, такой вот был вопрос у тебя. Да, вы видели там под «Беларусь страна для жизни», как переделали в интернете, под Разгон митинга. Да, разгон митинга на День Боги. Вот это вот. Не Было, получилось да, очень да, была альтернативная версия такая. Она где-то у меня есть, но не в этом. Это я помню. Дома. Все-таки было бы правильнее, когда мы представим свои работы на ваше рассмотрение, их вместе как-то проговорить, обсудить, потому что, в принципе, если мы учимся как-то анализировать дискурс, и как построены все эти, значит, техники в определенные, значит, формы рекламы, все-таки было бы правильнее нам это все обсудить. Мы бы тогда как-то понимали плюсы, минусы той моей работы. Можно назначить дополнительные консультации. Вот сегодня после пары мы продолжим консультации уже неформально. Спасибо.
самом деле, вот еще с 2010 года вот в Шанхае была презентация стенда, там делалось, ну то есть, там предлагалось, это ну, просто уму непостижимо. А это, кстати, есть такое... Сейчас вот эти вот все видеоряд, он в Киеве. Коктейльная заставка, да. В Киеве используются рекламные вот эти паузы, да, заставки, там, телепрограммы. Да. Это все не пропало, оно все работает. Но это, я не знаю. Кстати, и опять же, оно ориентировано все на местных, потому что я пробовала искать хотя бы гимн с английскими субтитрами, что-то такое. Не было только в ужасном качестве и под ужасную музыку. Да. Ну, в Беларуси, но его перепуск Вот. ужасный. Это просто вот, да, такая открытка, вот глубочная открытка, которая набор неких вот картинок, да, которые для кого, что, какой смысл. Ну да, красивенько там. Ну, вот. Но четкой адресации здесь нет. На кого это рассчитано, что мы можем предложить туристам, бизнесменам, студентам. Я смотрел Грузию, да, вот по Евроньюз показывали ролики, там и Азербайджан, и Литва, и Эстония, они же все крутят свои, ну, пропагандистские ролики. Ну, промо-ролики. Промо-ролики, да? Ну, промо-ролики, пропагандистские ролики. И технологии производства у них одинаковые, просто есть более удачные, более точные и так далее, но Да. технология того, что делают у нас, это абсолютная калька, эта страна вообще как копира. Мы все копируем, то есть у нас возвращается очередное гениальное чудо откуда-нибудь из Лондона и выдает чужую идею за какой-то ноу-хау. Ну и если еще Мингорсполкому это воткнуть, так это еще и заработаешь. Например, как у нас парк челюскинцев забор превратили в место зарабатывания денег. Да? Забор. Но мы говорим о бизнесе, о маркетинге, о чем угодно. Но мы не говорим о дискурсе. То есть мы говорим, нет, секундочку, значит мы тогда в таком случае, мы сейчас вообще-то делаем оценку, интерпретацию того, что мы видим. Положительную или отрицательную. Но если это задача нашего дискурса, о котором мы изначально, я сейчас опять зажигаю слово дискурс и сейчас буду перечитывать, потому что я опять говорю, что от меня убегает смысл потока информации. Я окружен бесконечными потоками информации, коммуникаций, которую ты преподаешь. Но меня не устраивает тот сумбур, который ты выдаешь под некую теорию. И еще, я не понимаю, почему ты даешь прочтение, почему мы не работаем над прочтением. Вот это дискурс, по-моему. А то, что ты даешь, ты сразу даешь прочтение. Извиняюсь, мне хватит уже прочтения, как любить Родину. Ты сам пользуешься технологиями, которые ты, собственно, ну давайте так, критикуешь. Правильно? Но ты же абсолютно так же технологичен. Я даю свою версию некого материала, который может быть абсолютно любым. У каждого из нас может сложиться своя Абсолютно версия. любой Из этих материал. разных мнений складывается дискурс. Правильно я понимаю или нет? Мы же можем им делиться, и вы это тоже делаете. Тут еще проблема в том, Нет. что это методика качественного анализа. То есть качественный анализ Вот завязан начинается момент. на личность автора, того, кто Но. делает этот анализ, там, его эрудицию, его установки, предрассудки. Это не просто взял там посчитал. Я же говорил, да, можно проводить опросы, можно там подсчитывать число упоминаний в СМИ. Это одна как бы объективная сторона. А если мы качественно интерпретируем уже вот всю эту совокупность сообщений, да, весь массив данных, тут уже вот произвол возникает, и ты никуда от него не денешься. Так мы должны, так я говорю, мы надо... Поэтому я даю авторскую позицию на лекциях. Это авторский курс, авторское видение вот этих Ну, материалов. в нашем курсе для нас стоит задача авторской, такой же, как и твоя, интерпретации. Или, Не такой же, как моя, ваша и авторская. Нет, ты меня неправильно прочитал. У нас, ты ставишь перед нами задачу, чтобы мы так же, как и ты, вырабатывали свою интерпретацию. Ну, Так? Но это одна задача. Другая задача разобраться с технологиями, которые порождают определенный дискурс, который подчинен определенным правилам.
И тогда ты не даешь ни этих правил, ты даешь только свое почтение. Нет, Эдуард. Дело в том, что на первой лекции Александр акцентировал на важном качестве каждого интерпретатора, насколько он эрудирован. Это непременное условие качественной дальнейшей его работы. Я верю в то, что нужен интерпретатор. Меня интересуют технологии. Технологии, там я давал дискурса. схемы. Совершенно Тебе верно. нужны схемы, пожалуйста, используй по схеме. Но вот это же Всё. сегодняшние схемы, которые относятся к фонарному столбу. Они относятся ко всему. Я же тебе еще раз повторяю, материал может быть любым, Совершенно верно. связанный с коммуникацией.